Добрый день, дорогие телезрители и радиослушатели. Мы рады в очередной раз встретиться с вами в рамках авторской программы «Конституции мы». Вы знаете, что в рамках наших передач мы обсуждаем разные проблемы, аспекты реализации конституционных положений. И для нас очень важно, чтобы наши телезрители и радиослушатели внимательно воспринимали этот материал. Вот почему мы стараемся подбирать тех гостей, которые будут для вас интересны. И вот мы сегодня будем говорить о защите конституционных ценностей в Республике Саха-Якутия с председателем Конституционного совета Республики Саха-Якутия, доктором юридических наук, профессором кафедры конституционного и муниципального права Северо-Восточного федерального университета Петром Васильевичем Гоголевым. Петр Васильевич, добрый вечер. Здравствуйте. Рад вас видеть. Ну, предваряя наш разговор, я хотел бы отметить, что вчера мы повсеместно, по всей республике отмечали очередной день рождения нашего лидера духовного Андархана Михаила Ефимовича Николаева, первого президента Республики Саха-Якутия. Я очень горжусь тем, что 4 года бок о бок работал вместе с ним, начиная с 3 января 1990 года, 2 года помощником председателя Верховного Совета Республики 12-го созыва и 2 года руководителем администрации президента. Я хотел бы отметить, что в этот период времени после его ухода из жизни делается достаточно много различных шагов, в первую очередь со стороны главы республики Айсена Сергеевича Николаева, который подписал специальный указ по увековечению памяти первого президента. Более того, вот мы в рамках того, чтобы наполнить реальным содержанием Национальный центр медицины имени Михаила Ефимовича Николаева, создали там Николаев клуб первый, уже провели 4 заседания. Вот на последнем заседании, которое мы провели в начале этой недели на тему, значит, первый президент, значит, приоритеты науки и инноваций. Как мы все знаем, решением Илдархана 13 ноября ежегодно будет отмечаться День инноваций. Вчера я принимал участие в заключительном заседании Федерального форума «Цифровой алмаз». Более 2600 участников, более 300 участников с различных субъектов Российской Федерации, дружественных нам стран. Вот 2 дня говорили о том, как нам создать такую инфраструктуру для того, чтобы быть независимыми, для того, чтобы развивать IT-сектор. Вы знаете, что в сфере креативной экономики республика идет вперед, она является лидером. Даже один из спикеров сказал, что сердце IT России находится в Якутске. Но это, конечно, очень высокая оценка. Безусловно, все это происходит благодаря тому, что у нас есть Конституция. Петр Васильевич, вот хотелось бы спросить у вас именно о ценностях нашей Конституции. Безусловно, Конституция Республики Саха-Якутия, принятая Верховным Советом 12-го созыва 4 апреля 1992 года, является таким фундаментальным документом, первоосновой для того, чтобы законодательное регулирование всех сторон общественной жизни происходило на основе Конституции. Что бы вы в этой связи хотели бы подметить? Как вот нам необходимо охранять Конституцию? Какие сегодня функции и полномочия в рамках вашей деятельности в качестве председателя Конституционного совета республики? С вашего позволения, Александр Николаевич, я хотел бы начать с благодарности вам лично за вашу авторскую программу, поскольку речь идет о том, что правовое просвещение, как важное направление государственной деятельности, оно должно не только деятельностью органов государственной власти иметь быть, но и
со стороны гражданских активистов, к которым я причисляю вас. Поэтому еще раз хочу поблагодарить за то, что вы меня пригласили, и выразить благодарность от себя лично и от имени Конституционного совета Республики Саха-Якутия. Спасибо. Ваш вопрос интересен тем, что, к сожалению, мы, в том числе от даже лиц, облеченных должностью, иногда слышим, что Конституцию незачем охранять. Здесь поэтому я бы выделил несколько моментов. Первый – это политический момент, второй – это чисто юридический, и третий – идеологический. Политический вопрос, конечно, это связано с тем, что Конституция России в статье 5 закрепляет, что в республике есть государство. И мы помним, что вот это положение появилось неспроста. Это был итог достаточно длительной дискуссии, в котором участвовал как раз Михаил Ефимович Николаев, был одним из трибунов вот этой идеи, и вы очень хорошо и подробно сказали о деятельности Михаила Ефимовича, и можно сказать, что это даже была инновация определенная, конституционная инновация, когда в Конституции такого государства, как Россия, появилось понятие «республика-государство». Значит, мы не должны об этом забывать. Кто чтит свою историю, помнит историю, он не сделает ошибок в будущем. То есть это уроки истории мы должны всегда помнить. Что касается чисто юридического вопроса, то Конституция сама по себе – это юридическая ценность. Она дала человечеству очень сложно. Первая Конституция, как вы знаете, тоже в результате борьбы идей, достаточно даже кровопролитных событий, это если наших, можно сказать, таких недружественных, да, стран, такие у них появилась первая. И вот вы помните, одна из первых конституций, Конституция Франции. То есть надо сказать, что как ценность она и как стержень, как фундамент юридического устройства государства, Конституция. Следовательно, если мы не хотим, чтобы государство оно исчезло, да, развивалось, то, безусловно, чисто юридически мы должны установить механизмы этой защиты. Ну и идеологически это для нас, и в том числе и для нашего государства, были времена, было время, когда люди были подвержены правовому идеализму, столь же вредному, как правовой нигилизм. И вот этот нигилизм, как раз вот идеология нигилизма, такого, можно сказать, отрицательного отношения к Конституции, я могу сказать так, что недавно один из моих знакомых юристов в шутку мне отправил короткий ролик, видеоролик, где у человека спрашивает, какие ваши права вы знаете, да, и человек показывает Конституцию, говорит, вот мои права, Уголовный кодекс показывает огромный, толстенный, и говорит, а вот мои обязанности, да, и какое тут, это тоже из области нигилизма, нигилистического такого отношения к ценностям, которые защищает Конституция. И поэтому само по себе те ценности, которые закреплены в Конституции, начиная от права человека, права на развитие его, на гармоничное существование в обществе, демократия, справедливое устройство государства – это не просто красивые слова, это то, что закреплено в Конституции, имеет юридический смысл и содержание. Вот именно поэтому нужно защищать Конституцию. Но тут, конечно, надо говорить, что разные есть способы защиты Конституции. И в мире разные модели, разные подходы существуют.
нельзя сказать, что только то, что было уже, ну, можно сказать, импортировано из западных правовых традиций, да, и которому мы действительно с разных трибун в 90-е годы громко говорили, следовали этому, да. Есть и другие евразийские традиции, политико-правовые евразийские традиции. Вот мы как раз и должны исходить из того, что та история конституционного развития, которая у нас есть, она сама по себе тоже имеет ценностный характер. Да, я с вами соглашусь, и, безусловно, в той части, когда вы говорили о роли Михаила Ефимовича Николаева вот, при формировании подходов по проекту Конституции Российской Федерации, безусловно, он был в первую очередь инициатором подписания федеративного договора от 31 марта 1992 года, которая стала первоосновой для принятия Конституции Российской Федерации. Ну и как член Конституционной комиссии, вот он очень активно работал, да, и хотелось бы вспомнить тех людей, которые по поручению Михаила Ефимовича также работали в рабочих группах. Это Анатолий Дмитриевич Петраков, Михаил Михайлович Федоров, Дмитрий Николаевич Миронов, Егор Михайлович Ларионов. И, конечно, вот то, что вы подметили, республика в составе Российской Федерации, это в скобках государство. Да? Почему? Потому что именно у республик наличествуют собственные конституции. У всех остальных субъектов только уставы. Да? И с этой точки зрения вот у нас произошли, ну, будем говорить, большие изменения в Конституции 2020, да, всем известные. Вот на сегодняшний день те новации, которые были введены в основной закон страны, насколько масштабно реализуются вот даже вот части конституционных советов, это же в рамках реализации этих новаций, новообразования, насколько вот расширяется география. Я знаю, что мы были одним из первых субъектов, которые вот организовали Конституционный совет. Вот ваше мнение в этой части? Поправки Конституции Российской Федерации ценны и значимы прежде всего с того, что социальная защита, ну, можно сказать так, они стали основой для расширения социальной защиты населения и поднять его на конституционный такой, на наивысший уровень, конституционный уровень, в котором гарантированы ряд новых, можно сказать, социально значимых направлений государственной деятельности. С этой позиции, безусловно, вот эти поправки, они назрели, и они станут основой для того, чтобы в будущем еще развивать вот это направление. Да, в рамках, в том числе, вот поправок, речь шла о совершенствовании системы публичной власти, и, соответственно, были упразднены конституционные суды. Александр Николаевич, вы являетесь председателем Конституционного суда Республики в отставке, да, и как никто другой знаете, как вот эти процессы происходили. И с этой позиции надо сказать, что когда конституционные в повестке появился вопрос об упразднении конституционных судов в регионах и формировании уже несудебных органов конституционного контроля, надзора, опять же, республики стали первыми, кто откликнулся на эту идею, поскольку именно в республиках существует устойчивое понимание ценностей Конституции, ценностей для того, чтобы государство развивалось, именно должны быть определенные механизмы для защиты Конституции. Поэтому я очень благодарен нашему главе республики Арсению Сергеевичу Николаеву, который он первым понял и первым предложил создать Конституционный совет Республики Саха-Якутия, предложил мне возглавить Конституционный совет Республики. Я
безусловно, понимаю, что быть первым сложно. И та модель, которую предложил Айсен Сергеевич Николаев, и была она поддержана парламентом республики, был принят конституционный закон. После этого сейчас можно констатировать о том, что в других субъектах Российской Федерации тоже созданы конституционные советы, разные, ну, можно сказать, разные подходы есть. После Республики Саха-Якутия Республика Адыгея создала свой конституционный совет. Но их конституционный совет – это, можно сказать, та практика, которая существует в том числе в Республике Саха-Якутия, существовала и в других субъектах Российской Федерации, в том числе и Республике Татарстан. Это конституционная комиссия, когда есть определенная инициатива, и на паритетной основе органы власти вместе с общественностью обсуждают, имеет ли место соответствующие предлагаемые идеи, будут ли они полезны и необходимы ли они. Вот это формат такого обсуждения вот этой идеи. Вот такая в Республике Адыгея принята. Она формируется только когда появляется необходимость внести в Конституцию Адыгеи изменения. Другой подход реализован, например, реализовали в Республике Башкортостан и в Республике Татарстан. Надо сказать, что дальше всех, можно сказать, пошла Республика Татарстан. Если наш Конституционный совет, он создан при парламенте республики, при Государственном собрании Ултумен, как это прописано и в Конституции республики, и в Конституционном законе. В Башкортостане также совет создан при парламенте Башкортостана, инкорпорирован, взаимодействует с парламентом ежедневно. А в Татарстане создан государственный орган, который можно сказать, вне парламента создан. И надо сказать, что наши коллеги с Татарстана, высшие органы государственной власти Татарстана, создали достаточно такой крепкий орган, в том числе, надо сказать, и в материально-техническом плане. Конституционный совет Татарстана, например, размещен на 800 квадратных метрах площади, такой мощный орган, мощный подход реализован. И когда мы встречались с руководством парламента, с руководством других государственных органов, все подчеркивали необходимость и значение для них деятельности Конституционного совета. Поэтому можно сказать, что вот практика уже есть. Практика есть, в том числе эта практика изучается научным сообществом. Очень так детально, широко, масштабно. Даже я знаю, что в ведущих юридических научных сообществах, как Московская научная школа в МГУ, научная школа в Екатеринбурге, там уже готовятся диссертации. Каким должен быть на уровне региона конституционный контроль-надзор. Вот, в том числе изучается наш опыт. И надо сказать, что с этой позиции Конституционный совет республики, конечно, является, наш Конституционный совет обладает самой обширной практикой работы по сравнению с нашими коллегами. Поэтому прежде всего изучается опыт Якутии. Ну, это хорошо, когда мы действительно идем впереди. И Айсен Сергеевич закрепил, и в Конституции обозначено, что решения Конституционного суда республики, они выполняются
идут дальше. Я хотел бы сказать, что мы прервемся на рекламную паузу. Хочу отметить, что с нами режиссеры Мария Новгородова и Михаил Эверстов, которые нам помогают. Мы встретимся через несколько минут в рамках нашей программы. Спасибо. Будьте с нами. Еще раз приветствую дорогих телезрителей и радиослушателей в рамках нашей программы «Конституция и мы». Сегодня в нашей передаче мы обсуждаем вопросы сохранения, охраны конституционных ценностей. И в студии председатель Конституционного совета нашей республики, доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и муниципального права Северо-Восточного федерального университета Петр Васильевич Гоголев. Петр Васильевич, продолжим наш разговор. Безусловно, в любой конституции в первую очередь приоритетом является защита прав и свобод человека и гражданина. Вот с этой точки зрения, как вы считаете, в работе Конституционного совета республики эти вопросы как обозначены и какие подходы у вас наличествуют? Потому что уже прошло 3 года с момента создания Конституционного совета. Я думаю, что наработана уже серьезная практика. Надо сказать, что Конституционный совет, та модель, которая у нас реализована, она, если использовать научный, понятийно-категориальный аппарат, то называется это связанная компетенция. Да? То есть мы не можем по своему усмотрению, даже если видим, что есть определенные правовые проблемы, да, не можем его взять и рассмотреть. То есть таковым, например, был комитет конституционного надзора. Да? Он мог какие-то вопросы сам взять к своему рассмотрению и рассмотреть и направить для других государственных органов для работы. К сожалению, у нас такого права нету. Поэтому мы рассматриваем только те дела, то есть обращения, которые к нам поступают от органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц. И таким образом надо сказать, что вот действительно вы правильно отметили, что можно сказать, что этот сегодняшний прямой эфир, он посвящен тому, что 3 года работы Конституционного совета, что сделано, да? 18 обращений состоялось в Конституционный совет, в среднем, можно сказать, 6 обращений поступает. Надо сказать, что 60% всех этих обращений, они так или иначе связаны с правами наших граждан. Прежде всего, это социальные права. И надо сказать, что наши народные депутаты республики по сравнению, можно даже сказать, с другими субъектами Российской Федерации, в этом отношении в отстаивании прав граждан, в том числе используя механизм Конституционного совета, они очень активны. И можно сказать, что вот именно народные депутаты республики поднимают вопрос, как считает Конституционный совет, те или иные вопросы, они достаточным образом, в юридическом смысле слова, нормально организованы, либо можно по-другому установить. И как раз вот в части защиты социальных прав молодых семей, многодетных семей, прежде всего были обращения, и как раз Конституционный совет дал несколько заключений, на основании которых в том числе внесены изменения в законодательство Республики Саха-Якутия. Там вопросы касались и детей, которые юридически, можно сказать, усыновлены, удочерены, да, там существовали в законодательстве республики искусственно, можно сказать, созданные препоны, которые благодаря нашей деятельности они были устранены, и на сегодняшний день, независимо от того, что
появился ребенок естественным путем, то есть речь идет о рождении ребенка или усыновлении, они в правах уравнены, да, то есть в социальной защите. И были вопросы, которые касались материнского капитала, семья, вопросы касались жилищных прав. И вот как раз вот по этим вопросам изменяется законодательство. То есть можно сказать, что как раз Конституционный совет республики в части защиты социальных прав граждан наиболее активен, можно сказать. Петр Васильевич, скажите, пожалуйста, вот вы похвалили активную деятельность народных депутатов, безусловно, они избраны народом, и в своих предвыборных программах у них были те или иные задачи для себя проставлены, это хорошо. А вот наши другие институты омбудсменов, допустим, уполномоченный по правам человека, уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера, уполномоченный по правам ребенка, уполномоченный по правам предпринимателей. Вот эти институты с вами как-то... Да, у нас подписано соглашение с уполномоченным по правам человека в Республике Саха-Якутия Сардана Михайловна Гурьева, как многие знают. И с уполномоченным по правам человека мы очень плотно работаем. Мы участвуем в мероприятиях уполномоченного по правам человека, и также уполномоченный по правам человека участвует в наших мероприятиях. Да, все уполномоченные по правам, которые действуют на территории Республики Саха-Якутия, они наделены правом обращения, но надо сказать, что пока ни одного обращения от уполномоченных по правам еще не поступило. В этом отношении, возможно, законодательство, на которых основывается их деятельность, она более может в лучшем состоянии, возможно, и они не видят там определенных, какую-то неопределенность, возможно, они еще не выявили, поэтому нет обращений. Что касается иных направлений деятельности Конституционного совета, как я сказал, Конституционный совет – это не судебный орган, да? Вы долгое время руководили судебным органом, знаете, а Конституционный совет это ввиду того, что внесудебная у него природа, он может заниматься, у нас есть разные направления еще деятельности. В том числе законодательство на нас возложило научно-методическое обеспечение развития законодательства. И исходя из этого, надо сказать, что глава республики в своей инициативе, он требованиям к конституционным советникам, кто входит в состав Конституционного совета, установил, что либо эти люди должны иметь опыт профессиональной деятельности в научной сфере, да, то есть они должны быть кандидатами наук, докторами наук, либо должны обладать широким профессиональным опытом, можно сказать, да, иметь, который можно формализовать таким образом, что это должен быть заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный юрист Республики Саха-Якутия, то есть определенные заслуги, они имеются, и формально это установлено, признано на уровне государства, и государство соответствующее звание присвоило данным гражданам. Поэтому надо сказать, что у нас есть разные направления, в том числе мы занимаемся правовым просвещением. Мы готовим ежегодные доклады для парламента республики и представляем их на пленарном заседании, то есть обозначаем определенные проблемы, на которые можно обратить внимание. Да, конечно, ежегодные доклады Конституционного совета, я уверен, дают хорошую пищу для размышления, да, какие-то новые идеи для совершенствования конституционного законодательства, это действительно важно. Ну и я знаю, что вы как человек, который активно занимается наукой, я вот хотел бы
привести пример. Вот в 2022 году мы по поручению главы Республики Саха-Якутия в городе Москве в Институте государства и права Российской академии наук провели научный форум на тему роли Республики Саха-Якутия в развитии Российской федеративной государственности. Это было посвящено столетию Якутской ССР. Вы там выступили одним из основных докладчиков. Вот вы на сегодняшний день в части реализации своих научных идей, в части взаимодействия с федеральными научными институтами, какую вот работу проводите или планируете по каким-то направлениям усилить эту работу? Да, вот ввиду того, что на нас законодательством возложена, как я сказал, обязанность осуществлять научно-методическое направление деятельности. Очень важно, чтобы научная общественность Российской Федерации и те успехи, то новое, полезное, которое существует в науке российской, юридической науке Российской Федерации, оно было востребовано нашим законодательством, мы как раз должны все эти вопросы вести. Поэтому для нас действительно интересно работать ведущими научными центрами Российской Федерации. Надо сказать, что одним из таких центров у нас выступает на северо-востоке, это Северо-Восточный федеральный университет, главный флагман и в сфере юридической науки, и в сфере высшего юридического образования. Это общепризнанный центр. И, конечно, мы с Северо-Восточным федеральным университетом имеем очень тесные связи. У нас подписано соглашение. Мы благодарим ректора Северо-Восточного федерального университета Анатолия Николаевича Николаева, декана юридического факультета Ушницкого Румрумыча, который как раз вот в этом направлении для того, чтобы развивалось законодательство Республики Саха-Якутия, содействует деятельности Конституционного совета. Мы очень плотно работаем с такими центрами, как Московский государственный университет имени Ломоносова, университет Кутафина, Высшая школа экономики. Очень хорошо и взаимодействуем с Уральским государственным юридическим университетом. К слову, надо сказать, что как раз сейчас у нас в производстве находится обращение прокурора Республики Саха-Якутия. И рассматривая его, те постановочные вопросы, которые прокурор в своем обращении акцентировал, мы обратились к нашим коллегам из других субъектов Российской Федерации, в том числе свое заключение направили в Уральский государственный юридический университет имени Вениамина Федоровича Яковлева. Даже на заседании Конституционного совета республики заведующий кафедрой конституционного муниципального права Марат Сабирьянович Саликов, лицо очень известное, заслуженный деятель науки России, заслуженный юрист Российской Федерации, непосредственно выступил и дал свое заключение. Мы свое же заключение также Северо-Восточный федеральный университет нам дал по этому же делу. И сейчас вот нам направлено еще заключение Байкальского госуниверситета. То есть наши коллеги с научных юридических центров участвуют в нашей деятельности. И это, конечно, для нас важно, и для нас большое подспорье нашей деятельности. Да, безусловно, такая подпорка ведущих научных центров, институтов, университетов – это очень здорово. И мне бы хотелось пожелать вам, чтобы и в дальнейшем вот эта работа продолжалась, потому что мы вместе с вами являемся учениками профессора Михаила Михайловича Федорова, который в 1982 году основал юридическое отделение по заочной форме обучения, да. При историко-филологическом факультете это, конечно, беспрецедентное событие. Тем не менее, вот жизнь продолжалась, он очень много работал по привлечению
новых кадров, по тому, чтобы профессорско-преподавательский состав соответствовал тем требованиям высоким университетским. Ну и, конечно, вот мы гордимся, что работали в его команде. Я, в частности, был заведующим кафедрой, начиная с 1994 года по решению ученого совета Якутского госуниверситета. Тогда ректором был Филиппов Василий Васильевич. Ну и мы вот вместе с Михаилом Михайловичем и с Ольгой Дмитриевной Максимовым, ныне доктор юридических наук, декан Московского социального университета, юридического факультета, да, разработали концепцию развития юридического образования. И в рамках реализации этой концепции с 2000 года при поддержке ректора Анатолия Николаевича Алексеева был образован самостоятельный юридический факультет, который возглавила Альбина Афанасьевна Степанова. Ну и дальше вы долгие годы были деканом. Вот сейчас у вас есть тоже много новых разных мыслей, в том числе по созданию предпрофильного класса в этой Кёльнской средней школе. Пожалуйста, вот расскажите, как вы продолжаете дело своего учителя? Я бы здесь хотел начать с того, что сегодня день рождения Анимпадиста Ивановича Сафронова-Лампа. Да? И вот как раз в реабилитации Алампа, да, значительную роль, даже можно сказать определяющую роль, сыграл как раз Михаил Михайлович Федоров. Именно он, несмотря на такую достаточно жесткую отрицательную позицию обкома, он наперекор воле партийного руководства Якутии добился приема у генерального прокурора Советского Союза, и по его поручению был поднято дело Алампа. Угу. Вот поэтому надо сказать, что в преддверии юбилейного для имя Михаила Михайловича Федорова года, в 2025 году ему исполнится 105 лет, как раз сейчас речь идет о том, чтобы как мы будем этот год встречать. Надо сказать, что Михаил Михайлович очень много сделал для Якутии. Не только как основатель высшего юридического образования и юридической науки, но и как человек принципиально имеющий юридических ценностей, который реализующий его в своей жизни. Например, вот я очень коротко скажу сейчас. На днях сообщество студентов-юристов в УрГЮ будет проводить Дни Республики Саха-Якутия в Уральском государственном юридическом университете. Именно Михаил Михайлович Федоров на системной основе начал подготовку юристов для Якутии путем подписания соглашения тогда с Свердловским юридическим институтом. То есть в этом отношении, можно сказать, он был широких взглядов человек. Дорогой Петр Васильевич, огромное вам спасибо за то, что приняли приглашение, пришли сюда в студию, рассказали. И я хочу пожелать успехов вам и всему Конституционному совету. Ну и мы будем высоко нести имя Михаила Михайловича Федорова, основоположника юридического образования. До свидания, всем успехов, благополучия.